Здравствуйте, меня зовут Ломакина Лидия Григорьевна. В настоящее время я пенсионерка, но очень активная и являюсь руководителем клубного формирования «Дом трудолюбия» при централизованной клубной системе. Активно участвуем в работе города, в фестивалях всевозможных. И мне сейчас очень интересно передавать через свои работы именно кряшинскую культуру. Вот то, что я сама прочувствовала с бабушками, с родителями, все их вот эти посиделки с гармошками, с танцами, с песнями. Мне хочется это, чтобы где-то это все проявилось на моих работах. Вообще я кряшенка. У меня и дедушки, и бабушки, и родители жили в деревне Ситяково. Сейчас это Менделеевский район. Раньше это было очень интересное место с родниками, с очень хорошими людьми. И вы знаете, я вот сейчас только начинаю понимать, сколько мудрости в этих людях. Вот первое, что я начала делать, это куколки. Куколки, чтобы они были мягкие такие, из тряпочек, понимаете? Чтобы они были не пластмассовые, а такие теплые, чтобы ее можно было переодевать в разные костюмы, положить на подушку. Вот чтобы сделать такую куклу, это надо было научиться вязать, научиться шить, разбираться в тканях, много прочитать, посмотреть на фестивалях, как одеваются кряшенки. Потому что как бы на маленькой куколке показать все это как вот на человеке сложно. Но я думаю, что мне удалось вот на этой кукле. Как вам кажется? Представляю, это у меня будет мальчик в шляпке с рубашечкой. Игрушки вот эти, лошадки тоже мы будем делать с каким-то кряшинским таким мотивом, чтобы обязательно клеточка, чтобы обязательно что-то там интересное было. А уж корова, мне кажется, очень удалась, да? Наверное, всем приятно будет получить такой подарок. После моего рассказа вам уже, наверное, не страшно брать в руку кисточку, краски. Сейчас мы это сделаем. Когда я сажусь что-то делать, я обязательно не то, что должна, у меня потребность помолиться. Когда мы этого просим, у нас включается вот внутренняя такая сила, материнская, божественная сила, творческая, которая будет в дальнейшем вот все это делать. Я только вот мои руки. Вот сейчас мы слушаем ансамбль «Берменщик». Послушайте. Вот когда я вот это немножечко послушаю, все, у меня уже и бабушки мои, и печка, и пирожки в деревне, и папа с гармошкой. И все тогда хорошо получится. Значит, что мы должны иметь? Водичку. Берем деревяшку, любую деревянную вещь. Вот, например, у нас тут игольница деревянная, из липы выточенная. Вот она нам потом послужит, иголочки для вышивания там и так далее. Я должна обработать это, чтобы, это называется загрунтовать. Я беру белок яйца, можно купить готовые, в пузыречках вот таких вот продается. Называется грунтовка. Когда мы что-то начинаем делать, надо инструменты. Чтобы инструменты, карандашики были хорошие, подходили. Они же есть и твердые, и мягкие. Это все методом проб. Потом вот кисточки. Вы знаете, кисточки очень сложно. Это тоже методом проб. Есть беличи, колонковые. А мне сейчас очень понравились кисточки, которые китайцы для наших девушек, для ногтей. Вот, типа, смотрите, вот такая кисточка. Значит, вот это у меня уже загрунтованная. Она высохла, все. Потом я беру карандаш и рисую. У меня есть своя методика. Я обязательно делаю ось, и по ней уже, вот, чтобы было ровно, я делаю. Помогает мне и пальчик иногда. Вот личико на маленьком обвела, и тут также обвела. Вот у меня личико. Дальше у меня маниста. Дальше у меня либо пирог, либо кувшин
Потом уже вырисовываются вот эти линии, где фарточек. Потом ручки. Вот. Ну, поскольку тут вот, смотрите, тут уже рисую подол. Дальше. Когда я это сделала, я уже начинаю потом это все красочкой. Беру кисточку, беру краски. Вот, у меня все подписано. Я, значит, из темперных красок, может, из нескольких, белая краска, там это. Вот я сделала личико, да? Вот сделала личико. И начинаю вот личико. Аккуратно, не торопясь. Когда руки уже привыкнут, первая она будет у вас, может быть, не так. Кисточек должно быть много, разных. А потом почувствуете, это вот, знаете, в процессе работы, вот эта краска акриловая, она на воде. Когда она высохнет, она уже вообще, ее уже не используешь. Сделала, да? Увидели? Вот личико. Оно должно все это высохнуть. Она сохнет, в принципе, недолго. Вот водичка, моем кисточки. Обязательно у нас тут, у меня вот такие подручные материалы, это ваточки или что, я пальцы могу так протереть сразу, чтобы потом легко у меня отмывалось все. Все это под руками. Затем мы маниста будем. Маниста — это серебряная краска, серебряная. Так, давайте вот этой. Вот, сделали. Здесь у нас будет... Потом мы еще даже и контуром можем там поработать, чтобы монетки вот эти, да? Смотрите, все просто, да? Ничего сложного. Вот когда мы это все сделаем, я вам сказала уже, что серебро – это символ душевной чистоты. Поэтому вот эти монетки – это не просто так. Это очень сильный оберег. Когда голова укрыта, когда очень много украшений, это нас спасает от плохих взглядов. Ну и таким образом мы добираемся, вот, значит, расписываем. Маниста сделали. Я тут еще использую контуры. Вот они вот в таких вот продаются в тюбичках контуры. Вот такие контуры акриловые, разных цветов. Вот здесь я серебряным пользуюсь. Монетки как бы зарисовываю, да? Вот. Уже как бы платьишко я тут, основную одежду я раскрасила в зеленый. Краски тоже разные. Бывают перламутровые, бывают глянцевые, матовые, всякие. Это уже вы будете методом проб и ошибок выбирать, что вам нравится. А я беру вот... Они такие, цвета очень хорошо ложатся. Глянцевые. Вот в таких. Они отдельно продаются. Так, продаются вот в таких. Ну, большие, если рисуете мало, лучше покупать в маленькой расфасовке, потому что они быстро сохнут, как я вам сказала. Да, после того, как вы покрасили, все, оно высохло, надо нанести акриловый лак. Иначе, если вы там что-то, вы можете испортить. Лак он предохраняет. Если вы будете маркерами пользоваться, ну вот есть, например, серебряный, серебро. Когда вы, значит, обрисовали вот эти, закрасили, да, вы полачили. Вот они тоже продаются вот в таких. Лак акриловый, есть матовый, есть глянцевый, есть там это. Лучше брать глянцевый. Вот. Вот они в разных. Глянцевая краска, это лак. На следующий день, ну или может быть через несколько часов уже можно, значит, попользоваться даже вот такими этими маркерами. Перманентные. Они есть золотые, они есть красные, синие.
Если вы, значит, что-то, какую-то черточку, ну, я, например, когда я полачила, я потом все это поправляю, чтобы было ровненько. Когда красили-то это где-то неровности. Вот он нам помогает выровнять вот это все. Вот. Я то, что сейчас вам рассказала, это нигде не найдете, ни в каких учебниках. Это мой опыт. Вот. Вот видите, я нарисовала, да? Дальше. Допустим, мне надо контур платочка. Я тоже могу либо светлым, либо темным. Окантовочку сделать. Вот я даже гель беру, это в конце уже могу подмазать, чтобы блестело. Или всякие, вот всякие разные. Вот лимонные есть, вот, например, лимонный. Я сейчас покажу, как это будет смотреться. Смотрите, вот я беру, выдавливаю, да, на серебре у меня так точечка. Вот. Видите, так она очень хорошо ложится и будет красиво. Уже вот эти все неровности ваши, то, что при рисунке, вот этот контур, он очень хорошо все это снимает. Подсолнушек. Так, вот, смотрите. Вот пошла. Но я еще говорю, это каждый индивидуально. Красочкой могу. То есть я краешки вот эти сделала ровные, и все будет очень красиво. Вот одну даже сделайте, у вас рука набьется, вы поймете, как. Если, например, что-то не так, обязательно тряпочка, водичка, раз, допустим, и стерли. Все, и можно по новой. Вот лак, он как раз спасает от этого. Вот оно высохнет. Ну, там дальше я беру красный, например, цветочки нарисую. Здесь, может быть, мне что-то захочется, какие-то цветочки нарисовать. И все. И тут уже не надо ни лачить. Вот как вот, например, с гуашью или еще с чем-то. Она уже готовая. Вот эта акриловая краска, она уже готовая. Все. Ну, желательно, конечно, рабочее место иметь просторное. Если еще и шкаф есть, куда можно краски складывать. В принципе, все вот эти, они делаются так же, вот как я вам показала. Сначала вы рисуете лицо, то есть рисуете то, что вы хотите видеть. Эскиз. Этот эскиз переносите на заготовку. Потом пользуетесь как трафаретом. Делаете трафарет из этого. Вы же не будете каждую там расписывать, да? У каждого мастера есть свои какие-то секреты. Но я вам все секреты открыла. Идет у меня вот эта центральная ось. Я рисую пирог, допустим. Ну, или корзинку. Затем вот эти точки. Откуда платьишко у нас, да? Вот фарточек пошел. Вот сюда сделали. Значит, а это что такое? Это фартук моей прабабушки. И вот я, чтобы изобразить это, вот я нашла вот такой способ легкий. Просто разноцветные вот эти вот штучки. И я думаю, что решение я нашла правильное. Вот. Ну и обязательно надо показать клеточку. Это тоже каждый по-своему. Здесь вот как бы сюряка, тут древо жизни они рисуют. Ну, я для игрушки нашла вот это, легкий такой как бы путь. Но он очень значимый. Он не просто так. Это тоже оберег. Кто получает в руки эту игрушку, он получает сгусток доброй энергии. Я вот так думаю. Это я не просто так говорю, я просто сталкивалась с тем, что меня находили здесь на Елабужской Спасской ярмарке. Одна женщина подошла и говорит: мы вас так искали, мы у вас купили вот на Кряшинском фестивале. Я одну купила, а другой не купила. И она вот говорит, эта девочка, которой мы подарили, она сама начала рисовать. Вот она ее разглядывает, стала просить краски, стала... Вот у меня мурашки даже. То есть,
что-то она получила с этим. Не просто игрушку, а интерес пробудила в себе. Интерес к этому занятию. У творений нетленная сила. О Творце и о Его творении, и о волшебной, созидательной силе, дающей возможность творить и радовать друг друга на радость Творцу. То вот это и есть смысл жизни каждого человека. Жить и радовать друг друга на радость Творцу. И неважно, чем ты занимаешься, каким видом творчества. И вот эта энергия созидательная, она есть на каждой ракушке. На многих работах мирового уровня, вот она ракушечка, это материнская, первозданная энергия Аллаха, Бога, Всевышнего, как хотите назовите, и рух, и кундалини, энергии Святого Духа. Вот так вот она изображается. И она есть в каждом человеке. И эта энергия, она дремлет, пока мы живем, и ждет своего пробуждения. Я желаю всем пробуждения вот этой энергии, которая откроет в человеке все его творческие способности. Не только там и танцевать, и петь, и сочинять стихи, и еще что-то делать своими руками, дарить близким и приносить им радость. Я желаю, чтобы в культурном центре Кряшин имени Емельянова развивалось народное художественное творчество в разных видах. Неважно. Главное, чтобы человек пришел и попробовал. Все хорошо у вас. Я желаю, чтобы еще лучше было, чтобы все вот к вам туда приходили и получали вдохновение. Всех вас люблю.